Найбольшая колькасць злачынстваў за мінулы тыдзень зафіксавана па лініі крымінальнага вышуку 112. Што называецца, па гарачых слядах на працягу сутак раскрыта 71, 9 з ліку здзейсненых раней. Затрымана 24 подозренные особы. Кроме этого, зарегистрировано 3 преступления, относящиеся к категории тяжких и особо тяжких. Все лица подозреваемые установлены. В настоящее время сотрудниками милиции проводится комплекс мероприятий по профилактике мошенничества на территории Брестской области и краж личного имущества граждан садовых товариществ. Статистика показывает, 54% краж именно проходят в территории Брестской области путем свободного доступа. Поэтому обращаю внимание жителей Брещины к сохранности своего имущества и вызывать сотрудников милиции в фактах, когда приезжают незнакомые граждане. За мінулыя выходные зарегистрировано 5 дорожно-транспортных здарэнняў. 2 человека загинули, 3 отрымали ранения разной ступени тяжкости. Погибают пешеходы, которые лежат в темное время суток на проезжей части. В частности, на территории Малорицкого района такой смертельный исход произошел на трассе республиканского значения, в результате которого погибла молодая женщина, причем жительница Березовского района. Погиб житель города Гродно, который, управляя мотоциклом, выехал на полосу встречного движения, совершая маневр обгона, и совершил столкновение с грузовым автомобилем. Не ожидали такого количества пьяных водителей, выявленных за выходные дни. Всего было задержано сотрудниками госавтоинспекции 29 пьяных водителей. В городе Пинске была задержана очередная пьяная беременная пинчанка, находясь за рулем автомобиля «Мерседес». Супрацоўнікамі брэсцкай мытні выяўлена 74 адміністрацыйных правапарушэнняў на мяжы. В республиканском пункте таможенного оформления «Варшавский мост» житель города Орши пытался переместить через границу марихуану. После того, как транспортное средство было направлено в бокс для досмотра, 48-летний гражданин попытался избавиться от свертка растительного происхождения, выбросив его в сторону мусорного контейнера. Данные действия были зафиксированы средствами контроля и пресечены должностными лицами таможни. 4 пажары зарегистрировали супрацоўнікі МНС. 1 человек загинул, пошкоджено 2 забудовы и 1 автомобиль. В деревне Смоленица Пружанского района произошел пожар погрузчика 2009 года выпуска, принадлежащего открытому акционерному обществу. В результате пожара погрузчик уничтожен огнем. В деревне Видибор Столинского района на улице Железнодорожной произошел пожар на территории частного домовладения, принадлежащего мужчине 1957 года рождения. В результате пожара огнем выжжена сухая растительность на площади в 1/4 гектара. Хозяин домовладения погиб.